информационная программа «Новости». В студии Сергей Азимин. Здравствуйте. 27 декабря в Санкт-Петербурге основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на полях неформальной встречи глав государств СНГ. Уважаемый Эмомали Шарипович, спасибо, что приняли приглашение, приехали. К сожалению, не удалось повидаться раньше в связи с этими эпидемиологическими обстоятельствами, но я рад очень видеть вас в России, в Петербурге. Завтра еще будет возможность пообщаться с нашими коллегами и друзьями из других стран и Евразес, ДКБ, поговорить перед Новым годом о том, что сделано, посмотреть в следующий год. Что хотел бы добавить? У нас в прошлом году произошел некоторый спад, как почти со всеми нашими партнерами в торгово-экономической сфере. Торговый оборот упал свыше, чем больше 15%. Но зато в этом году свыше 45 уже рост. То есть мы все, что потеряли в прошлом году, вернули и еще нарастили. Таджикистан один из наших верных, надежных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности. Сейчас ситуация на границе с Афганистаном, я знаю, мы с вами в контакте постоянном находимся, вызывает известную тревогу и озабоченность, и это объективные обстоятельства, и я разделяю эту озабоченность. Вы знаете, что мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, с тем, чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны. Ну и наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там, для того, чтобы они жили в нормальных условиях. Будем работать и дальше по этому направлению. Ну и, наконец, гуманитарная составляющая очень важной является. Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Много очень желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около 1 миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1 800 000 000, то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество людей сократилось, работающих, где-то 1 700 000 000 получилось. Но, как и договаривались, мы с вами решаем вопросы, связанные с этими миграционными потоками, с тем, чтобы поддержать и экономику Таджикистана, и людей, ну и наша промышленность, экономика в целом, строительный сектор заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей. Мы говорили о том, что вот как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно. Эти и другие вопросы лежат сегодня, находятся в центре нашего внимания, составляют повестку дня нашей сегодняшней встречи. Я очень рад вас видеть. Большое спасибо, уважаемый Владимирович. Прежде всего, хотел бы поздравить вас и братский народ России с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, новых больших успехов и жителям России
мира, благополучия и процветания. Отношения наших стран динамично развиваются по всем направлениям, как вы только что отметили. Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана. Товарооборот в этом году увеличился более $1 миллиарда. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Мы тесно сотрудничаем в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы с акцентом на афганскую проблематику. Еще раз большое спасибо за приглашение. В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Россией на уровне стратегического партнерства и в рамках Содружества независимых государств. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал эту встречу хорошей возможностью для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами. Было выражено удовлетворение нынешним состоянием двусторонних связей, поступательным развитием отношений, уровнем культурно-гуманитарного сотрудничества и объемом товарооборота между двумя странами, который в 2021 году составил более $1 миллиарда. В ходе встречи стороны обменялись мнениями об использовании широких возможностей в области металлургии, горнодобывающей промышленности, строительства, здравоохранения, фармацевтики и других сферах экономики. В ходе встречи был обсужден вопрос создания Совета по привлечению прямых инвестиций России в экономику Таджикистана для активизации инвестиционного сотрудничества и усиления работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для содействия этому процессу. Другими темами встречи были вопросы развития и укрепления сотрудничества в области энергетики, культурно-гуманитарных связей, трудовой миграции, науки, образования, культуры и здравоохранения. Стороны обменялись мнениями по их дальнейшему продвижению. На встрече главы государств также обсудили политическую ситуацию в мировом сообществе и регионе, сложную гуманитарную ситуацию в Афганистане, сотрудничество в сфере безопасности и другие интересующие вопросы. В завершении встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить с официальным визитом в Таджикистан в удобное для него время. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие в неформальной встрече глав государств, участников Содружества независимых государств, которая прошла в Санкт-Петербурге, Российской Федерации. В ходе встречи главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках Содружества. Также были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества между государствами-членами Содружества, в том числе в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также по вопросам безопасности. Уважаемые телезрители, это были все важные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.